Новый мост через реку Кенч в сельском поселении Икажево будет введен в эксплуатацию в феврале. В ходе реконструкции были установлены железобетонные опорные части моста, обустроен тротуар шириной 1 метр, а также уложено дорожное покрытие. После завершения работ увеличится грузоподъемность моста и его пропускная способность. Старый мост не соответствовал современным требованиям и создавал неудобства для жителей. В рамках реализации нацпроекта образования в 2024 году в Ингушетии было построено 5 школ на 2430 мест. Новые образовательные учреждения появились в сельских поселениях Плиево, Верхние Очулки, Бердюрт и Южное, а также в Назране. Ввод в эксплуатацию объектов позволит создать 392 рабочих места. Также проведен капитальный ремонт в 6 образовательных учреждениях региона. Закон, повышающий ответственность за продажу детям табачных изделий, принят Госдумой. Он был поддержан единогласно. Принятым законом вводится повышенная административная ответственность за продажу несовершеннолетним табачной и никотин-содержащей продукции, а также устройств для ее потребления или сырья для производства. Увеличиваются штрафы за данное правонарушение для физических лиц до 300 тысяч, для должностных до 700 тысяч, для юридических лиц до 2 миллионов рублей. А также ужесточается ответственность еще по ряду нарушений в сфере оборота табачной и никотин-содержащей продукции. В Госдуму внесли законопроект, которым предлагается лишить иностранных граждан, работающих в России по трудовому договору или патенту, права на получение налоговых вычетов при уплате налога на доходы физических лиц, независимо от статуса налогового резидента России. В законопроекте отмечается, что согласно действующей норме, мигранты, которые работают на территории России по патенту или трудовому договору, обязаны платить НДФЛ. При этом, если такие иностранцы находятся в России более 183 дней, они могут получить статус налогового резидента и наравне с гражданами нашей страны получать стандартные социальные, имущественные и иные налоговые вычеты, на которые имеют право россияне. Число заболевших гриппом и ОРВИ в России увеличивается. Показатели пока ниже эпидемического порога, но прогнозируется их дальнейший рост, заявили в Минздраве России. Там отметили, что в этом сезоне подъем заболеваемости гриппом зарегистрирован значительно позже, чем в предыдущие 3 сезона. Возбудители сезонных респираторных инфекций передаются преимущественно воздушно-капельным путем от человека к человеку, и восприимчивость к ним достаточно высока. Частое мытье рук с мылом, применение кожных антисептиков, использование масок в местах скопления людей, регулярное проветривание помещений – все эти меры позволят снизить риски заболеть. Должникам за оплату жилищно-коммунальных услуг в 2025 году грозят повышенные пени, а также судебные иски. До 2025 года ставка, которая бралась в расчет при начислении пени, не должна была превышать 9,5%. Такое ограничение ввели как меру поддержки граждан, но его не продлили на 2025 год. В связи с этим с 1 января текущего года при расчетах пени на сумму задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг применяется действующая ставка Банка России, которая составляет 21%. Уже после месяца просрочки по платежам управляющая организация может обратиться в суд для взыскания долга. Мошенники начали создавать новые сайты для кражи средств с криптокошельков и для привлечения внимания упоминают криптовалюту президента США Дональда Трампа. Эксперты уже обнаружили более десятка таких сайтов. Они предлагают перевести криптовалюту по реквизитам под предлогом покупки мемкоина Трампа. Но на самом деле средства поступят на кошелек злоумышленников. Эксперты призывают обладателей криптокошельков быть внимательнее и не привязывать их к сомнительным сайтам.